В тиши ночной звучит азан. Эхом вдали он растворился. К концу подходит Рамазан. Отец с семьей своей простился. Аллаха дом – это мечеть, что двери благо распахнула. Птицей душа порвала сеть и высоко в небо вспорхнула. Итикаф – период нескончаемых молитв в благочестивом уединении в мечети. Это особое состояние, когда верующие уединяются в молитвенном доме, чтобы стать ближе к Аллаху. Итикаф – это уединение. В основном это уединение в месте поклонения, то есть это мечеть для мужчин, когда человек полностью посвящает себя определенное время поклонению Всевышнему Аллаху. Любое пребывание в мечети, час, два, три, по сути, это является итикафом. То есть вы можете вознамериться и вы получите саваб. Но согласно сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, итикаф совершается в месяц Рамазан, а именно последние 10 дней. Именно так поступал наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Человек имеет возможность спокойно проанализировать прошедший год своей жизни, увидеть ошибки, погрешности, покаяться в тишине дома Аллаха в состоянии умиротворенности души, а также молить Всевышнего о благословении и помощи в достижении намеченных целей в будущем. Абдул-Азиз, прихожанин в мечети в микрорайоне Фонтаны, что в Симферополе, итикаф совершает уже около 15 лет. Я сам тоже с 95-го года в исламе, пятикратный намаз читаю. Желание всегда было, а вот возможность не всегда бывает. Вот поэтому, альхамдулилля, в этот раз мне получилось посетить, друзей увидеть, мы здесь собираемся, даже долго кто не видел, встречаемся. В Крыму итикаф практикует много мусульман. Верующие разного возраста проводят несколько или все 10 дней в мечети. Абдул-Азиз отмечает, что в последние годы среди мусульман, соблюдающих итикаф, становится все больше молодежи. Сейчас, альхамдулилля, что молодежь больше начали познавать, учиться, и они сами от души, сами приходят. В дни итикафа особенно важно оградить себя от никчемных разговоров и дел, посвятив эти дни очищению своего сердца от пороков, слабостей, недостатков. Ведь наши помыслы и дела берут начало именно там, в сердце. С вопросом, как подготовиться к итикафу, что нужно знать, чтобы духовный труд ничем не был нарушен, мы обратились к магистру исламского права, заместителю муфтия Крыма Айдеру Исмаилову. Человек должен подготовиться к итикафу мысленно и душевно. То есть, во-первых, он должен вознамериться совершить итикаф, то есть посвятить себя на день, на два, на три, может на неделю, именно поклонению Всевышнему. Следовательно, он должен решить свои вопросы, потому что из мечети ему выходить будет запрещено. Ему можно будет выходить из мечети только для того, чтобы обновить свой абдест. Остальное время он должен полностью посвятить поклонению. Итикаф – это духовный труд мусульманина, который возносит молитвы не только за себя, но и за тех, кто еще только в начале пути к Аллаху. Когда мы отстраняемся от всего, что отвлекает нас от нашего предназначения в этом мире, мы очищаем свое сердце. Наша фитра, то, ради чего мы были сотворены изначально, все это начинает сиять ярким светом, прорываясь сквозь пелену и пыль ежедневных забот и суеты. Уединись, себя ищи. Молись во время итикафа. С утра и до ночной тиши. Проси довольствия Аллаха.